33 атлета представят регион на фестивале культуры и спорта народов Кавказа. О подготовке к спортивному празднику рассказал министр спорта. Маски сорваны в Роспотребнадзоре. Говорят, 90% пассажиров, водителей и кондукторов ездят без масок. Коронавирус. 48 новых случаев заражения за сутки. Как соблюдают масочный режим в общественном транспорте? особенно директор, что фейтху бацу мокол делал дохдал экшен, что твола Наркомания – болезнь века. Проблему смертельно опасной зависимости обсудили в региональном Миннате. Это не только гражданский долг каждого молодого человека, его обязанность, но и серьезная школа жизни, возмужание, становление молодого человека. Вооружение артиллерийцев, экземпляры стрелкового оружия и знакомство с бытом солдат. В войсковой части в Троицком отметили День призывника. Наверное, игрушка весла, сколько лет? 20 за... На телеканале «Ингушетия» время новостей. Здравствуйте. Владимир Путин наградил госнаградами жителей республики. Указом президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден глава администрации Джайравского района Ахмед Ильянов. За заслуги в развитии физической культуры и спорта, общественную активную деятельность высокими наградами отмечены также ингушские дзюдоисты Хасан и Хусен Халмурзаевы. Ордена почета удостоен Хасан, старший инструктор, методист физкультурно-спортивных организаций региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден Хусен, член региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Сборная Ингушетии, состоящая из 33 атлетов, представит регион в 9 дисциплинах на предстоящем фестивале культуры и спорта народов Кавказа. Об этом сообщили в региональном Минспорта. Большинство из участников уже имеют опыт участия в этих соревнованиях. В их числе действующий чемпион России по армрестлингу Адам Баркинхоев. В этом году исключены 3 дисциплины, по которым ингушские атлеты всегда показывали высокий результат: лазание по канату, прыжковое двоеборье и хождение на ходулях. Сейчас спортсмены сборной активно готовятся к участию в соревнованиях. В нашей команде состоят крепкие и очень волевые, целеустремленные ребята, сказал руководитель ведомства Али Дашхаклоев. Впервые фестиваль национальных видов спорта и народного творчества прошел в 2009 году в Ингушетии. Соревнования были включены в культурную программу Олимпиады в Сочи. Фестиваль пройдет с 23 по 25 октября в Грозном. В мире число выявленных больных коронавирусом уже более 38,5 миллионов. В России за сутки зафиксировано 13 754 новых случая. Сразу в нескольких регионах количество заболевших достигло пиковых значений. Общее число выявленных больных в стране превысило 1 миллион 350 тысяч. В Ингушетии, по данным регионального оперштаба, за сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения. Всего подтвержденных 6455 заболевших. Выздоровели 5208. Скончались 86 человек. Статистика растет с каждым днем. Ну а причины все те же. Несоблюдение элементарных противовирусных и гигиенических норм, пренебрежение которыми чревато серьезными последствиями. В группе риска люди старше 50 лет. Но коронавирус не щадит и молодежь, и даже детей. Есть предпосылки для начала второй волны. Сейчас под особым контролем проверяющих органов места массового скопления людей. Соблюдение масочного режима проверяют и в общественном транспорте. Совместный рейд ГИБДД и Роспотребнадзора прошел сегодня в Магасе. Репортаж Делимхана Калоева. Есть здесь сознательные люди. Осторожно, двери открываются. Под прицелом проверяющих общественный транспорт, который перевозит пассажиров без средств защиты. В «Газели» дистанции никакой, а в медицинских масках всего пара человек. В свое оправдание пассажиры что только не придумают. Чтобы легкие убить. Нет. Маска не спасет. Спасет.
Аргументы исчерпывающие. Люди еще не до конца осознают всю ответственность и серьезность ситуации с коронавирусом. И вопреки всем призывам продолжают пренебрегать мерами предосторожности. Маски сорваны в Роспотребнадзоре. Говорят, 90% пассажиров, водителей и кондукторов ездят без масок. Надевают только при удобном случае и не боятся заразить себя и окружающих в то время, когда коронавирус вовсю прогрессирует. А для безопасности нужно совсем мало. Общественный транспорт – это как раз то место, где маска прежде всего. Сотрудники ГИБДД останавливают «Газели», микроавтобусы, а далее за работу берется Роспотребнадзор. Обязательно маски, хотя бы элементарно антисептик, кисаяли. Подъем еще этих заболеваемых. Каждый день обязательно маски. Отчаянные просьбы, которые нужно соблюдать всем для собственной безопасности. Находятся и сознательные водители. Вот только пока их просьбы к пассажирам как пустой звук. Вы не говорите, не предупреждаете их, что нельзя вообще ездить без масок? Предупреждаю. Но не слушают, да, в основном? Не слышит. Слушать и слышать никто не спешит, однако отныне меры ужесточат. Перевозить пассажиров без масок водители не имеют права, что и разъясняют компетентные службы. Информация о «Газели» для пассажиров антисептик обработки, хай маски повес, хай водитель. Ты должен пример показывать сегодня пассажирам. Штрафы машину будут изымать на штрафстоянку. Среди пассажиров хоть и редко, но находятся те, кто соблюдают меры защиты. Везде ковид, люди больные, полно забиты больницы. Это для нашей безопасности. Если не следовать простым и понятным правилам, регион снова ждет карантин и ограничительные меры. Сейчас сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора ограничиваются лишь предупреждениями, но с 16 числа будут составлять предписания, после чего последуют штрафы. Мы уже планируем привлекать их к административной ответственности. Самих водителей и руководство их организаций, то есть это ЭП или АТП, или должностных лиц, да, там штрафы очень большие. Вот на физлицо, на водителей мы можем накладывать 15 тысяч рублей. Это уже их почти месячная зарплата. Чтобы до таких мер, чтобы не довести, чтобы предупредить их, донести до них информацию, чтобы маршрутную такси, чтобы они не сажали людей без масок. А вот для юридических лиц штрафы от 100 тысяч рублей. Этих денег хватит, чтобы купить многолетний запас масок. Поэтому компетентные службы призывают не доводить ситуацию до крайности. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. Проблему смертельно опасной зависимости обсудили в региональном Миннате. Там прошел круглый стол по профилактике употребления наркотических и психотропных средств. На встречу пригласили представителей примирительной комиссии при главе Ингушетии. Обсудили и подготовку к антинаркотическому форуму, который пройдет в регионе. Амина Бокова с подробностями. Наркомания – одна из главных проблем современного общества, игнорировать которую просто невозможно. Статистика в России свидетельствует, смерть от употребления запрещенных веществ не только возросла, но и резко помолодела. حج حقيقة قيتت صاغ دا حرفان توغن سقي исповедение حقوج ناقد مشيان بوجلا يمن ويسيه يليري خن يا قدر خن سعدو حج مندي سي حق لي شو اشتو ما اجد ان خيس حسين بدر ياج صهما لورول ويش درش او كيشنا قديغر درس ماشي شورت ليلير Участники круглого стола, организованного Миннатцем Ингушетии, едины во мнении. Лучший заслон от пагубной привычки – формирование у молодежи нетерпимости к любым психотропным веществам посредством популяризации здорового образа жизни. И самое главное – поддержки стремления к успешной самореализации подрастающего поколения. Никто не имеет права оставаться в стороне от профилактической работы. Ни органы госвласти, ни гражданские институты. О наркомании с молодежью нужно говорить
говорить предельно доступно, приводя конкретные примеры и наглядно показывая, что будет в случае, если ей поддаться, считают представители примирительной комиссии при главе Ингушетии. مس عالم ناخ يرخص خلر مو خلر حرم خلر ينقى خلر حياة خجدة هذا عادل نظام جادي استراح يا حمدي طلعت خلصك أزيك دي سهم يخضع الأمر وسيد السنديان هنا دليل ملا دليل ديخ الدقة كيش ناقد ديخ الدوي يوك كشاك أسوأ من ديخ الدوي سو بيت خبات سو مقول دال إكشن صوت ولا تسوي يوكش سنا بيت خبات Проблема, которая еще несколько лет назад многим в республике казалась чисто теоретической, должна оказаться в центре внимания всего общества, считают участники круглого стола. С этой целью Миннац Ингушетии ведет активную работу с молодежью, проводит различные встречи со школьниками, студентами. Следующий шаг в борьбе с наркоманией – проведение республиканского антинаркотического форума. Основная цель форума – дать молодым людям понять, что даже пробовать наркотики ни в коем случае не стоит. Но если вы сбились с пути, вам протянут руку помощи. Масштабное мероприятие планируют провести до конца года. Амина Бокова, Тамерлан Ужаков, Новости 24. Стартовал отопительный сезон. Население информирует о правилах безопасности при обращении с газом, а также о необходимости заключения договоров на техобслуживание внутридомового газового оборудования. Рейды проводят специалисты «Газпром» газораспределения «Назрань». О профилактическом мероприятии в Магасе расскажет наш корреспондент. Синее пламя, значит давление в конфорке хорошее. А вот если огонь желтого цвета или сильно отрывается от горелки, то это повод проверить газовое оборудование, объясняют газовики. В преддверии отопительного сезона они усилили работу с населением и обходят дома и квартиры абонентов, напоминая правила безопасности при обращении с газом. Самая распространенная ошибка – проверка утечки газа со спичками. Делать это категорически запрещается. Абоненты проверяют спичками, зажигалками. Это ни в коем случае нельзя. Для этого используется у нас мыльная эмульсия. Мы напрыскиваем где соединение узлы, и при этом выявляется утечка. Но ни в коем случае нельзя это делать спичками. Ну, если абонент непосредственно он в газовой службе ничего не понимает, он должен открыть окна, перекрыть газ и позвонить 104. Мы приедем, проведем техническое обслуживание. Специалисты внимательно проверяют газовые приборы в помещениях, котлы, дымовые и вентиляционные каналы, а также оценивают герметичность газовых узлов. В некоторых домах устанавливаются гофровые трубы, сделанные из алюминия. Они категорически запрещены, потому что они прогорают. Мы пишем про предписание, чтобы они это все устранили. В данный момент котел работает. Давление в норме. Чтобы гарантировать безопасность с начала отопительного сезона, абонентам необходимо в первую очередь заключить договор на техобслуживание газового оборудования и привлечь для проверки специалистов. В случае неисполнения этих правил газовая компания имеет полное право отключить вас от ресурса. Мэрия Тадзангиева договор заключила давно и регулярно приглашает специалистов для проверки. Она считает, что собственная безопасность соседей и родственников – это забота не только газовой службы, но и самих потребителей. Каждый год я стараюсь перед отопительным сезоном, чтобы проверить газовое оборудование. Для этого я приглашаю газовиков, так как они и так это постоянно к нам приходят, сами посещают, проверяют газовое оборудование. Но на сегодняшний день у нас все хорошо, как мне сказали сотрудники данной компании. Никаких вопросов нет, но тем не менее я так думаю, что каждый житель республики, потребитель газа, он обязан, чтобы его газовое оборудование было должным образом обследованы. Но далеко не все абоненты относятся ответственно к вопросу безопасности. К примеру, сразу несколько жителей домов улицы Чехкиева вывели дымоходную трубу на фасад дома. Такое грубое нарушение чревато отравлением угарным газом. Выходящий угарный газ с этих труб, он попадает обратно через форточки, через окна в квартиру, и человек, непосредственно люди, которые там живут, они отравляются от угарного газа, при этом не замечая это.
Вот. Я бы попросил бы этих людей, которые уводят трубы на фасад дома, чтобы этого не повторять. Потому что мы будем писать предписания, направлять письма этим людям и будем отключать их от газификации. Если у них есть договор на поставку газа, мы этот договор поставки газа пусть будем их аннулировать на основании нарушений. Со стартом отопительного сезона газовикам предстоит усилить профилактическую работу с населением. На сегодняшний день специалисты посетили более 1000 абонентов. Альмина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. Познакомиться с образцами артиллерийского вооружения, побывать в солдатской казарме и окунуться в армейский быт. В войсковой части 64670 в Троицком отметили День призывника. Военнослужащие провели увлекательную экскурсию для школьников, кадетов и юнармейцев. О патриотической акции Хава Гагиева. Живое исполнение военного оркестра, военнослужащие и те, кто в будущем должен вступить в ряды российской армии. Именно так проходит акция «День призывника». Громко и по команде смирно. С напутственными словами к школьникам обращаются те, кто знает об армии не понаслышке. Дорогие призывники, вам предстоит пройти службу. Это не только гражданский долг каждого молодого человека, его обязанность, но и серьезная школа жизни, возмужание, становление молодого человека, почетная и ответственная миссия. Это не скучные уроки или нудные лекции, все слова – история. Ведь буквально через год кому-то из них предстоит отправиться в армию, и советы, как служить, чтобы Родина и родные тобой гордились, им обязательно пригодятся. То, что вы сегодня упустите, вы не сможете наверстать уже более никогда. Поэтому я вам желаю успехов в вашей жизни, в учебе, в военном деле, в любом направлении, которое вы выберете для себя. Знание воинских регалий, ОВС, нормативов для поступления в вузы. Сразу после построения по плацу прямиком в казарму, чтобы осмотреть территорию военной части и поближе ознакомиться с солдатским бытом. Мне понравилось место кубрики, где они спят, и место хранилища оружия очень было красивое, и сушилка очень была большая, такая скромная, и все оружие, все там было при себе. Вот ты как кадет, да, ты придерживаешься правилам, дисциплине. Как думаешь, у них серьезнее с этим? Я думаю, вообще разницы нету с этим. Мы же все военные. У нас все должно быть одинаково по уставу. По армейским нормативам на разборку и сборку автомата дается не больше 36 секунд. Но сегодня для ребят секундомер не включают, ведь это только экскурсия. Зато впечатлений немало. Вот именно на такой базе находится еще такая же практически башня. 122 миллиметра у нее диаметр, калибр, чуть поменьше, чем у мсты. Вот. База очень надежная, двигатель находится в середине. Различные образцы оружия можно не только смотреть, но даже поддержать в руках и сфотографироваться на память. Больше всего мне понравилось, конечно, танки, потому что это очень красиво, то есть и устрашающе выглядит. Поэтому меня это прям задело, в общем, мне это прям понравилось. Строгая форма и отточенные приемы. Социально-патриотическую акцию «День призывника» отмечают 15 ноября. Дату учредили еще в 1992 году, чтобы повысить значимость и престиж военной службы. На этот раз мероприятие проводят заранее, с тем же интересом к армейской жизни. Мероприятие проводится в соответствии с нормативными документами, постановлением правительства Российской Федерации, приказами министра обороны, потому что военно-патриотическому воспитанию молодежи в нашей стране уделяется огромное внимание. Чтобы быть полезным обществу и своей республике, не обязательно быть военным, считает Азим Цычоев. Парень уже определился, кем хочет стать в будущем. Профессия хоть и не связана с армией, но тесно с ней пересекается. На медицину хвался лорхалара, там это вот должна ха. Садный класс, киш болхи нагасан, тоцан хули. Герзешься о том, бишь бог, что социально годишь ли год сегодня, никогда даже мухолж да хочешь. А вот Хади Султыгова не раз слышала от старших, что такое армейские трудовые будни. Однако уверенно говорит, попытка откосить это неуважение к себе. Служить надо, тем более, когда есть на кого равняться. Генералов и героев среди ингушей немало. Мужчины могут служить в армии, это даже достойно или хорошо. Они могут защищать себя, узнают что-то новое о боевой технике.
и они могут защитить себя, свою родину, свою семью. Многие еще не определились, кем хотят стать в будущем или каким войскам отдать предпочтение, но уверены в одном – будущие защитники Отечества, где бы ни находились, должны достойно нести службу. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Сегодня во всем мире отмечают День белой трости. Эта дата служит напоминанием обществу о людях с ограниченными физическими возможностями. Именно трость стала символом всех незрячих. В нашей республике около 900 слабовидящих и полностью незрячих людей, а в России свыше 200 тысяч. Им требуется особое внимание. В регионе успешно функционирует Центр помощи слабовидящим, где учатся и взрослые, и дети. Здесь помогают адаптироваться, раскрывают таланты и обучают чтению Корана по методике Брайля. تحقق حمسك وشوسة شجوا أخلد السجادية تحتها نبي غلق مك وتسنتري دقة تيتي بهماشي عند المال شام تشاش كمبيوتر تينس تحسق هو تسوي أقص سنتري حقوش خلش تيتي باتان حمد حيخ شوش دتخو روسكي برايلي عربسكي برايلي تحسق هو تسوي خش توشي بول حبوي ديال قخيت مجابه سك وبيلها ده حقش توقوه تعرف اللي تاسي خلصن خلصن جترت أخشوا أخبارات خلص إذا دوش بيمخ باش ناخ ديخ ده أوز حادول بعد سدواش ناخ بعد سمودرج أوز زبول حابو شوان بول ده حبوا بيدال مغلا. День белой трости показывает людям, по сути, если мы будем помнить об этом, мы показываем этим людям, что мы тоже люди. То есть человек, который потерял зрение, он не остается просто так за барьером. Он тоже должен жить так же, как и другие. Поэтому это напоминание другим людям о нас в основном. Давление высокое, но вода до потребителей доходит не всегда. Коммунальная проблема приносит массу неудобств жителям одной из улиц Вальтиева. Причина – частые прорывы труб. Они не выдерживают сильного давления. На место выехала наша съемочная группа. Дана Плиева расскажет подробно. Улица Джейрахская, Вальтиева. С жалобой на прорыв водопровода обратилась местная жительница Роза Мальсагова. Правда, прибыв на место с главой администрации и представителем водоканала, оказалось, что проблема решена и вода идет. Это подтверждает ему сам Мальсагов, житель улицы. بوقان بيحتاج نقبل الحمد لله سوى بعد خطأ problem مش خلنا أصلا عبشنا دقولش حم خل مخلي بريو حم خنشوط يعني أوصلنا مخيد وغزكونا. Розу Мальсаговой дома мы не застали, но дозвониться удалось. А у вас перекрытие дюх и хидуаж дюх, говорят вот. Впрочем, прорывы труб, по словам жителей, здесь частое явление. Они лопаются из-за того, что не выдерживают давления. Мы делаем ремонт. Люди жалуются, в одном месте сегодня делаем, завтра лопается, потому что они не выдерживают того давления, которое поступает сюда. Они не предназначены для этого давления, которое здесь создается. Тут надо все менять, трубы надо менять, задвижки надо менять, все это надо менять. Водоканал трубы не раз ремонтировал, но уже несколько месяцев, как эту проблему решает местная администрация. Конечно, не без помощи ведомства. Водоканале, яц, техника, яц, кадардац, администрация, да, и царь, да, ремонт, Это несмотря на то, что водопроводные сети на балансе администрации водоканала не значатся. В свою очередь, отмечает глава Альтиева. Эти трубы были проложены по программе «Юг-Россия». Центральные сети, центральные 280-е, они это ремонтировали. А мы 159-е, разводящие сети, мы до сих пор их ремонтируем. Они вот сейчас в данное время говорят так, что мы не будем, это не на нашем балансе. Я понимаю, что это не на их балансе, но тем не менее они это раньше ремонтировали. И мы это сейчас ремонтируем, потому что тоже не на нашем балансе. Но я думаю, сейчас мы написали письма, эта ситуация разрешится. Единственный способ избежать дальнейших порывов – полная замена труб. Вот только денежных средств на это нужно немало. Когда решится эта проблема, пока говорить рано. В отличие от картины на соседней улице, центральной. Одна из главных в селе, она давно нуждалась в ремонте. Ее благоустраивают за счет бюджета Назрановской администрации. Рабочие планируют не только заасфальтировать улицу, но еще провести освещение. В данные работы входит укладка брусчатки, устройство бордюрного камня, озеленение. Также частично будет укладываться асфальтное покрытие, где необходимо.
Завершат благоустройство улицы в ноябре. Нуждать ли замены труб на Джейрахской? Вопрос открытый. Дана Плиева, Хамзат Халухоев, Адам Далаков. Новости 24. С популяризацией социальных сетей пользователи сети интернет получили неограниченные возможности общения. Есть в путешествиях по лабиринтам всемирной паутины и скрытая угроза. Репост или лайк экстремистских и призывающих к насилию публикаций может привести к неожиданным последствиям, вплоть до уголовной ответственности. Об информационной безопасности и элементарной сознательности говорили с учениками 5-й школы Икажева. Хава Газикова продолжит тему. Экстремизм – угроза обществу. Главный посыл, который звучит на этой встрече. Не случайно она проходит со школьниками. Ведь именно подростки поддаются влиянию со стороны больше остальных. Призывы к насилию, подрыв моральных устоев и подмена понятий на ложную идеологию. Для Хади Хамхоевой такая беседа далеко не первая. Но о том, что скрывается за этим словом, ей объясняли не только учителя, но и родители. Я считаю, что это очень ужасно, и что люди не должны убивать других людей. Они рассказали, что это очень большой грех. Религиозные деятели напоминают, порой аята из Корана становятся инструментом для идеологических манипуляций в руках злоумышленников. Затрагивают на встрече и виды экстремизма. Политический, национальный и религиозный. Последнему понятию уделили особое внимание. Для большей убедительности выступающие приводят ученикам примеры из жизни, когда, запутавшись в сетях экстремизма, повернуть назад становится уже невозможным. Последнее, то, что мы в Икажеве проводили с сестрами Оздоевыми мероприятие, отец и мать там присутствовали, Малика и Хади Оздоевы с вашего села. Там было озвучено, что отец всякими доступными способами пытался, чтобы дочерей довезли до границы с Турцией для обращения в российское посольство в Турции. За это курды взяли вознаграждение, курды не исполнили, то есть взяли деньги и исчезли. Самая популярная площадка для вербовки – закрытые группы в социальных сетях. Псевдоалимы, начиная с рассказов о чистых и светлых религиозных устремлениях, незаметно вкладывают в молодые головы совсем другие идеалы. Какие-то там обещают блага, в том числе там на территории Сирии, тем людям, которые туда. Но по факту, когда эти люди приезжают, то, что обещалось и что оказывается на самом деле не соответствует действительности. И тем людям, которые уже туда попали, довольно проблематично вернуться на родину, потому что есть особые предпосылки, которые препятствуют нормальному возвращению этих людей. В завершении встречи представители духовенства в очередной раз призвали молодежь обдумывать каждое свое решение и прежде всего советоваться со старшими в спорных религиозных вопросах. Хава Газикова, Магомед Дидигов, Новости 24. 20 заданий теоретических и практических. В Ингушетии определили лучшего водителя общественного транспорта. Конкурс на знание правил прошел в рамках программы повышения безопасности дорожного движения. Следование разметки, правильная остановка и парковка. Тест охватил все нюансы. Конкурсанты – водители с многолетним стажем. Кто же стал лучшим, расскажет наш корреспондент. 20 вопросов на знание правил дорожного движения. Первое задание сразу же вводит некоторых водителей в замешательство. Иса Вельхиев за рулем около 30 лет. От соревнования в первую очередь, говорит, ожидает узнать, какие пробелы в знании правил допускает. Видите, что здесь сложно ответить, что означает термин ограничения видимости. А видимость ограничения, шорт мы за поворот шалыр, туман и ламбы. Вот не соображаю, какой из них там правильный ответ. Оценивают водительские способности участников представители Центральной автошколы и, конечно, ГИБДД. Инспекторы считают такие мероприятия очень значимыми и даже необходимыми. ГУП «Ингуш-Автотранс» не только водители, но водители, которые перевозят пассажиров, в год 2 раза должны проходить экзамен, тестирование. Видим картину, та, которая у нас стоит на дороге.
водители вели себя аккуратно и соблюдали правила дорожного движения. Пока одни еще вспоминают теорию, другие уже проходят второе задание. Насколько комфортно ехать пассажиру в общественном транспорте, оценивают уже на практике. Разворот в ограниченном месте, змейка, заезд в гараж и парковка задним ходом. За каждое задание водители получают около 5 баллов. Учитывается также и скорость выполнения задачи. Если теоретические знания вызывают некие сомнения, то практика обходится без ошибок и всяких нареканий. Исаак, к примеру, одним из первых закончил тестирование и сейчас за рулем автобуса. Игрушка, сколько лет? Без искреннего интереса к своей работе на победу можно не рассчитывать, говорят организаторы соревнования. Помимо того, что мероприятие проходит в преддверии профессионального праздника водителей, это далеко не главная цель его проведения. Первое – это проверка знаний правил дорожного движения среди водителей общественного транспорта. Второе – это исполнение программных мероприятий по линии программы повышения безопасности дорожного движения. В качестве приза победители получают диплом вместе с кубком и канистру с моторным маслом. С отрывом в несколько баллов лучшими стали работники Ингуш-Автотранс. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале.